Все? Ну, состоялась поездка в Москву, в Российскую Федерацию, избранного президента Республики Абхазия Рауля Джунковича Хаджина. Я думаю, стоит разделить вопросы на блоки. Давайте зададим вопросы по этой поездке и потом перейдем уже к экономике, к реформам, к криминогенной ситуации. Если есть такое согласие, то прошу. Как сделаем? Из первых уст хотелось бы услышать, там вообще с кем встречались. Ну, встречался с президентом Российской Федерации, об этом была информация. Встречался с представителями различных структур, в том числе и с представителями Московской мэрии. Говорили о всех тех проблемах и задачах, которые стоят перед республикой, о готовности Российской Федерации продолжить оказание нам помощи по всем направлениям. По вопросам безопасности, вопросам пограничного сотрудничества, по проблемам экономического и социального развития Абхазии. Все эти вопросы, те, которые важны для нас, волнуют нас, но и нам надо следует понять. Помощь, которая будет предоставлена, не должна расхолаживать нас. Мы должны сами способствовать тому, чтобы государство наше состоялось. И мы все должны сделать для того, чтобы эта помощь была полезной для Абхазии. Вот в таком контексте. Единственная просьба, можно вопросы задавать в микрофон? Чайная Зида, Нужная газета. Рауль Джункович, меня интересует, речь шла о новом договоре. Этот новый договор вызывает очень много разговоров в обществе, в социальных сетях. Меня интересует конкретика этого нового договора. Во-первых, чем он будет отличаться от старого? Во-вторых, существует ли текст этого договора, проект какой-то этого договора? Или это вот просто какое-то условное обозначение? И имеет ли этот договор, о котором сегодня говорят, какое-то отношение к договору об ассоциированных отношениях, которые стали когда-то скандалом? Спасибо. Спасибо. Ну, я тоже начитался во многих блогосферах о том, что есть некая бумага, уже подписанная якобы мною. Пока, во-первых, мною ничего не может быть подписано. Есть предположения, которые мы озвучиваем. Есть соответствующие предложения Российской Федерации, которые озвучены нам. Мы говорим о возможности подписания такого соглашения, которое готовится и абхазской, и российской стороной. Потом оно будет сведено в единый документ. Сутью основной является то, что по большому, с учетом всех тех ситуаций, которые складываются не только вокруг самой Абхазии, но и вокруг России, вокруг всех этих политических процессов, военных процессов, нужно нам понять, что очень сложно будет Абхазии, если мы не будем выстраивать отношения с той страной, которая действительно в первых рядах по признанию нашего государства и оказанию нам всесторонней помощи. И в этом соглашении есть определенные отличительные черты от предыдущего документа. Мы говорим о необходимости создания военного союза, который позволит Абхазии выглядеть совершенно иначе. Никаких структур ликвидировать мы не собираемся. Как некоторые преподносят, чуть ли не говорят о слиянии Минобороны или вхождении Минобороны в структуры Минобороны Российской Федерации. Все эти структуры будут, все они будут работать на то, чтобы безопасность нашего государства была реальной. И вопросы все остальные, которые волнуют нас, мы много говорили о возможностях участия наших ребят, которые, закончив службу в абхазской армии и не задействованные в какие-либо процессы жизнедеятельности нашего государства, могли бы служить на контрактной основе. Об этом писал в свое время и Владислав Григорьевич. Мы обращались к тогдашнему руководству страны российской о возможности участия в миротворческих силах на контрактной основе по тому периоду времени. Сегодня такая возможность реально существует. Но надо обговаривать, надо решать эти вопросы. И я думаю, что до конца этого года документ этот будет, во всяком случае, принят и подписан. Но
предстоит достаточно сложная и объемная работа на уровне парламента, общества. Я думаю, что все это будет реализовано. Пожалуйста, к микрофону, если можно. Скажите, пожалуйста, будет ли пересмотрена инвестиционная программа и будет ли она переориентирована на реальный сектор экономики? Вопрос на засыпку называется, потому что мы часто озвучивали необходимость переориентирования этих средств на реальный сектор экономики. Российская сторона поддерживает наши позиции и говорит о возможности принятия нами самими решения о необходимости как раз-таки вот этого действия. Объемы будут другие, есть такие планы. Сейчас идет разговор, обговариваются эти суммы, эти цифры, и я не сомневаюсь, что эта помощь будет действенной, но я, как вначале и сказал, нам надо самим понять, насколько мы готовы правильно направлять эти средства на то, чтобы Абхазия встала на ноги. Давайте. К микрофону. И следующий вопрос. Виталий Шария, Абхазия. Вы в своем последнем интервью и Тартас упомянули, в частности, такие так называемые мегапроекты в Абхазии, прошлой власти, как стадион в Сухуме, бассейн в Кварчале. Сказали, что 1 миллиард рублей, по-моему, потрачен на стадион. Но как сейчас быть? Какие планы у вас вообще есть в новом руководстве? Там, по-моему, уже он заканчивается, этот стадион, и бригада, насколько я знаю, из Болгарии там работает. Может быть, есть какие-то задумки, как это использовать? Может быть, чтобы это и доход приносило? Вы знаете, я не хочу действовать под теми лозунгами. До основания все разрушим, а потом построим новый мир. Думаю, что нужно это обсуждать, нужно говорить, возможности использования всех этих начатых работ. И средства, которые были выделены, конечно, они достаточно огромны. Может быть, было бы целесообразнее эти деньги направить на другие проекты, которые важнее были бы для Абхазии. Но есть то, что есть. Мы будем это обсуждать. Разрушать ничего не собираемся. Будем строить. В связи с этим дополнительный еще вопрос относительно нашего города. С 1974 года я слышу, что нашему городу 2500 лет. Когда мы отметим эту дату, в связи с этим пора бы привести наш город, нашу столицу в должный порядок. Есть ли какие-то конкретные планы? Во-первых, действительно город требует соответствующего подхода, внимания. Я буквально некоторое время тому назад проехался по нашему городу, и это, честно говоря, вызывает очень плачевное отношение к тому, что происходило за все эти годы. Надеюсь на то, что и горожане, и власть должны понять, его оставлять в таком виде нельзя. Нужно менять многое, начиная от руководящих чиновников. И это будет, думаю, действенный результат. Рауль Джумкович, вы говорили о новом договоре. В новом договоре найдет отражение вопрос открытия абхазо-российской границы? Это, наверное, один из важных моментов, о котором мы говорили во время выборной кампании. И я сторонник такого подхода, и российская сторона поддерживает нашу позицию. Без открытия границы в том, каком варианте мы его представляли, наверное, будет очень сложно говорить о экономическом развитии нашего маленького государства. Действительно, ситуация на границе желает лучшего. Там огромные очереди машин и людей, несмотря на то, что граница вроде бы обустроена. Будет этот вопрос решаться, несомненно, в том русле, в котором мы его заявляли. Можно дополнить? Что значит открытие границы? Это какие-то структуры там, останутся ли там пограничные силы Абхазии? Или это... Я думаю, что те примеры, которые я приводил в качестве доказательства своей правоты, например, в тех же странах Европы, вы не найдете на границах
так называемых пограничников и таможенников. Все процедуры проводятся в соответствующих подразделениях, там, где вы фактически на границе не встретите этих чиновников. Надеюсь на то, что здесь тоже будет такая же ситуация. Границу никто не отменяет. Оперативные работы, необходимые для того, чтобы не допустить всякого рода нарушений, будут проводиться. Но открытость это как раз таки для того, чтобы люди имели возможности и в экономическом, и в других отношениях свободно перемещаться на этом участке границы. Светлана Курсая, Базатова, Рауль Джимкайпа, Бриятство, Темаятство, Сарстахан, Урыстол и Апсны Рха Шанахчажо, Апсны Картел и Рхач, и Шпажба Пхакай, Каларанико, и Иркхома, Убриха, и Шпагалу, и Шикацианхом. Апсны Картел и Рха, Ниме Пусва Захтысква, Ацоктон Пиашев Скоран, Хенткар يأخذ حنس ويانا قمست يخا ورستولي حري حبجارة خسرتك أبيقو أخوي ويتصاص زيجيلي من شالو بحارتي أدزم أخا حجلر ويالا رخنو أرغوت إيكونوميكا يد حالو زعراني أليت كرتولي حري حبجارة خجرة أخسرتك وأرزيت أخا يرى كرتولان دي يالا نغالو и урстулан пияла нагалу и чурпшир, урстулан пиянаго хартяла хгалу, рхонти, а винткарра яла нагалу та шахтко, и мачу иду, а ус зигдроп яцруе. Картулан пиява, а шахтко, а кем зергала нагалацу. Убрезухан артахусрта по юхо, увицаси куршена, а к и шохтопши ацени яхзакаца, а враж сергоид. Дарвай пунхог, дешакала, артагала заача алойт, а закон яд хала ускор рынок зарахалагер, хинкараги, а вапсираги и рухорт ялойт. Старик с гылочкой обрезар зуб похетби амчреч бриги избани хап стадион мамзарги творчала бассейн суски уж загиркиши купаха и нахлаг а такси хархузуякун Москва дара насурстула дараруб изцбо и хацхрава ахрхартакуха абриширан сужу вашукан шрччажун и шиш безала харахкун би илева يقحص حب عجلة قالوا ممزرج الدر الخطأ أبريق أشتر قلود أريجان خلح أتصغر عرشحت زمحه حرحه وبري لسك عرستخوب سر خطأ أبخت إيش الرقم قرصو زبس قنديا عم تزحنا برتبارك وعلى قال رزحن سويانا قويت وي أم يبقى ألرخونا خا أبرياد بسوق شو مزمحن رحوي قد زمست سر يخا يتسجد حازار جحنر بيت شراش خطيش تزبو شريش دوش كولا وسكوا ناتخرا شحطت حن حرفت وسيقان حن جسوي أنا قلت أبخي. У меня два вопроса. Первый, какова судьба железнодорожного кредита, банковского кредита? А второй, накануне выборов был подписан договор, в котором одним из пунктов было создание коалиционного правительства. Вот этот вопрос, на какой стадии, то есть поступали ли предложения, будет ли ротация кадров? Спасибо. Ну, что касается кредита железнодорожного и касающегося банковского кредита, да, были разговоры, и я, во всяком случае, пытался донести о необходимости решения этой проблемы в свете тех сложностей, которые есть у абхазской стороны. И я надеюсь, что поддержка в этом вопросе будет нам оказана. Что касается коалиционного правительства, ну, наверное, не совсем верно говорить о коалиционном правительстве. Мы говорили о правительстве народного доверия, в которое могли бы быть вовлечены все политические силы. Для этого не нужны какие-либо законы. Для этого нужна воля руководства страны для того, чтобы в правительство пришли люди разных политических воззрений. Главное в этом вопросе профессиональная составляющая этих людей. И я уверен, что мы будем только так следовать вот всему тому, что мы когда-то на выборном процессе декларировали. Заграб Хазиргон, Айлар Дудзер Мацураджо Вахдейс ودهن هلوت أجل رب خوات جرخ
Zara Koraku, Zara Kosum, Rex Baish, Gersuet, Isan Rigibus Guianaco. Dalapsta, a Hakutripishe, Harba Hakutripishe, Fushkuswet, Ubriachs, Ajara, Yipkulop, a Kurtkur Baka, Mishvelets Mebo Hensana, Kulzialchna, a Pusashilku, a Shashil Sanul Huchidulku. Нас у брадера Ашенко етахаз апсу альчукал не бешвус етахаз у бертрехтко генен да хой вихац буй юкргедаха аги вос ишкала сигло абри аккера алом уяк юба яра дала пста эцо бриамя кулухоре ихцна на черкесск эцо ари аранби виши хневи по километр бжоп абри абах кулчвен у берспи ангеки абаср бутан أيتنا يعير بريحة يحول أولس بحنا عبجارة بريابة كتب ولا تبقى تقزم بريق الله أمو. يلسك. بس وكذا يسمو بس ده. تبو. أبخت يزار يا شيشتز نسوي أنا قلت بري حرت يميا بحجز حرت يحزروز أبري أتقبل بي أشوكسك يجاشوكس يندركنا حرتي حاحجز حملات الخرجز خمس ترتز زحن يزدروا ده يعني جتزر بالر شجز جكر زحن أخا وي على تاجر تخو ويسس خاله متصارس يسد زبوط حنسالجر يشم خر علب حالة تاجر يزد زبو البرلمانتوم حرتي حبر حومة حالة تاجر ويزار يشوفتوش حتى نقطة أحسن أجي بري أفعى نبري دال تبال وزالم له يخيب قلو أبرتفعى عنز قلو حن أخشى فيك حرقلز ويبش شريطة أيخا أنجيقو يبخت بحنسبيانك يقام زروب ورتويزشا أفعى حبنت قبل كارج أجي شاش زلت شاجو الزار حالة شاجو نورستولجي سرقي أختنا يسحون آخر كونسوس يخطب وي عم أكلر حرت نخدز كفكاز يقو حاش في حري حيزاي بخرت تفزل جوكوس رحوت وي وزت شاشة وسكر حرا ويتس حنتكارن حلوزة حزت شوس حامت يرى عمية عشا كورجلرة أي تاشا كورجلرة حتوروخا أنيخان ويزامية أخا يخا أي تشكر قلرة خنيح بوزري يتقوب عن حاجة للحوزر ويخوز زارك أشارتر در زار أيكولوجيا زارك ويتص حقوشنا يحتر حدسنا بيحتر قدرايو خيالسنا ياو تورشال جانا خالو يلبار بيحتو إزمانا بزر أيكولوجيا زارك ويتص يتزانا حقوشنا حدسنا بيحتر أخا يرى عم أتخوب حنسبيانا قول يحد قلو يقول يرى ألار يخي وچمچير ريون تورشال ريون غال ريون экономика ويتصاص أخرج بشرا أبسخر تحتخزر ويحدث نقط بأحزار أماكتشا السبازيتيا ورتاما أيامسكويا روبوسكي استاجيف دروي أماكتشا ربوبكو رسوب وجه وري ناس يومسكوس ناس عبر ناس عندكار أخذ خير أني رز يومسكوس وبرت يوم قلبوس وبرت بشيكو وبرت راخن بيال بشان وشرا عندكار مترخي ينوغر بجيت بس أتقول زاش علوم بريزة ما مزجي يوسع ركتاس وسع ركتاس بس ساركس تبو خطالة بريه برد نحكوت حن مكاننا إلا شجرة كم يفهم قد يا نيشاس فرستخو حرا ينفذ على أجي هندكار حبر يخز اسم شاء أكثر يحجتوز يزكز وياكل حاجة الريد كل رأنا ويتصاص رزق أنخ دقو برخ دقو بمحقن يتكلن بروفيسيونال درلا يبشوا أو سرورتي أحزار حن حالشون يخيجي وبس ويانا يخ ويز عم يحكم لر هندكار تزشاوا وسني عن حجوي هندكار وتبيب ستازار موي أحزار الشو وبرزحن الرزق يخين زالشو يزتخو أو صورة أدر رزمو أبش زمو يحضر قلنا وسي تصحور تبشي أحسن واحد بسوق عمل يخي أبخت يشري أستازجي أم تخرر
изҩыз ақьаад иаанаго акы заҵәқәоуп. Алхрақәа нҵәеит, шәааи, ҳаидтәалан, ҳаицәажәап, дасу иара илшо аҳәынҭқарра ргыларааны, уаҩҵас ҳәынҭқаррааны ҳхы иаҳархәартә еиԥш иааҳҵап ҳәа. Убриоуп уаҳкымзаргьы. Даҽакала хәаԥшьышьа амаӡам. Агирахьы азҵаара корреспондентцәоуп изызкуа. Аԥсышәала апресс-конференциа мҩаԥааго ҳалагома, мамзаргьы зегьы урысшәала апресс-конференциа ҟаҳҵо. Иҟалозар аҭак иҟасҵоит, избан акәзар иара ҳара ҳконституциа излаҳәо ала, аԥсуа бызшәа ҳәынҭқарра бызшәоуп. Уигьы ҟәҭоуп, ус иаанагоит сгәы, ишаҟәҭоу ала ҳацныҟәалап ҳәан, аха уаҟагьы иарбоуп. Аурыс бызшәагьы ҭагәҭажьны ишыҟам, уигьы ҳхы ишаҳархәаша, уигьы ҳшацныҟәаша. Агьырахь иара ҳабызшәа бзиа иаҳбозар, ҳәынҭқарра ԥсуан ҳәынҭқарра ҳшоу ҳдыруазар, абри ҳабызшәа уаҩҵас ҳхы иаҳархәартә еиԥш иааҳҵароуп, иҵегьы иаҳтәым. Рауль Џьумка-иԥа, шәара абра шәалацәажәоит нас егьырҭ аполитикатә гәыԥқәа ирылоу аусурҭа шрыҭатәу ишгәыгәҭажьтәым. Аха ибзианы ижәдыруеит ҳәа сгәы иаанагоит, аибашьра иалахәыз, аибашьра ашьҭахь зхы ззаамырԥшыз асовет ҳәынҭқарра ахаан уаҩҵас иҟаз аҵара змаз ауаа усурҭ ада иманшәаламкәан инханы џьаха-џьафа рыла ԥсҭазаара шырхырго. Иаба илшо ауаҩы иаҳҳәап азанааҭ имазар, абригьы усаҿы схы аасырԥшуеит ҳәа агәыӷра имазар, аԥышәагь анкьа иманы дыҟазар, дабанеиуа иан дҳәынҭқармзар, иаб дҳәынҭқармзар, абри амеханизм аԥшаара шәазхәыцхьома? Елеонора Борисовна ҳакәӡамзи аԥсуа телехәаԥшраны итәаны иалацәажәоз конкурс ҳасабла, уааԥсыра ҳарҭ иҳамоу, аԥышәа змоу, ишахәҭоу еиԥш иҿцәажәано, ишахәҭоу еиԥш дҵааны идырра ахьынӡанаӡо аконкурс мҩаԥыган аусура раларгара. Сгәы иаанагоит абри азҵаара иахьагьы ҳалацәажәон апарламент адепутатцәа хаҭарнак ҩцәақәак дареи сареи. Абри аус адулатәуп. Уаутәы сыстәы, садысҭынхоуп, ани дитәуп ҳәа акәымкәан, ишахәҭоу еиԥш абри аусқәа мҩаԥгатәуп. Уаҳа иара дагьԥсыхәа ҳамаӡам. Даҽа зҵааракгьы сымоуп, ижәдыруеит, иахьа уажәраанӡа ишыҟоу аԥсуа қыҭақәа аӡы змам, лашарала еиқәшәам, иара убас аусурҭа ҭыԥқәа рзыҳәан иманшәалаӡам. Абри Урыстәыла ацхыраароума, аԥсуа бюджет иалхноума, иалшоума ауаа аусурҭа ахьроуша афабрика маҷқәа, ма арахә рааӡарҭоума, апроект маҷқәа аԥсуа қыҭауаа рзыҳәан аҟаҵара, насгьы фымцалеи ӡылеи реиқәыршәа, ажәакала аԥсуа ҳәынҭқарра аԥсуа қыҭақәа рахь ахьарԥшра, абри иалшома? Иалшоит, агәра бсыргоит, ишбан акәзар ҳарҭ иҳамоу амал, иахьа мацара иҳамоугьы. Уаҩҵас ани аԥшәма бзиа, уаҩҵас иара иҩнаҭа ныҟәгара азыҳәан ишиҭаху еиԥш еиҟәыҷаб, абас аҳәынҭқарраангьы ҳазнеироуп. Иҳамоу амал рацәак идумзаргьы иахьа макьана. Аха аус адуулартә иҟоуп, инҭҵааны азгәаҭарақәа ишахәҭоу имҩаԥган, амал иара џьыбақәа рахь имцартә еиԥш аҳәынҭқарра бюджет ахь инеиртә иаҳҵар, ҳқыҭанхамҩа иахьа иҳамоугьы иара ҭагылазаашьа ҳхы иаҳархәар, ҳқыҭақәа шымԥсуа шәдыруазааит. Баша исҳәаӡомызт. Ҳқыҭанхамҩааны ааглыхра ҭыԥқәа ҭахуп. Абизнес маҷ, абизнес абжьаратәи, зегь рыла реиқәыршәара ҳанҳалымша ҳәынҭқарра шыԥсуа шәдыруаз. Шьагәыҭс иамоу ақыҭоуп иахьа ҳәынҭқарра. Афымца мҩангагақәа, аӡымҩангагақәа рызегь иахьа ԥсыхәа ҳамаӡам, иаҳамҵар. Уи азыҳәан иҟан аамҭагь, иҟангьы амал, аха изҭагәҭажьыз иахьа уажәраанӡагьы исзеилкаауам. Амал маҷуп ҳәа нзырҳәоз, иахьа хәҭамыз идырхоз аԥарақәа уахь ирхазҭгьы иахьа уажәраанӡа ҳқыҭақәа рхаҿԥшра даҽакала иҟалон.
Газета «Республика Абхазия», Барганджи, Судан. Рауль Джумкович, вы вот сейчас в Москве встречались с патриархом Кириллом. Даже говорят, что вы присутствовали на Успенском празднике в Кремле. Скажите, как вы будете решать раскол церковный в Абхазии? И изменились ли ваши взгляды на этот вопрос? Вы знаете, я не маленький ребенок, что мои взгляды менялись от встречи с кем-то либо. Но хочу вас заверить, мы православная страна в первую очередь. И хотелось бы, чтобы наше православие не заканчивалось бы теми процессами, которые, к сожалению, имеют место в нашей маленькой республике. Я не просто говорил, когда выступал и во время предвыборных кампаний, в процессе избирательной кампании, о том, что нельзя смешивать политику с духовной составляющей, религиозной составляющей. Мы и так в политике много произвели расколов. А в духовной сфере не может быть раскола. Мы должны быть единым народом. Вопрос канонической темы – это очень сложный вопрос, и сиюминутно его решить невозможно. Хотелось бы, чтобы было понимание в обществе в целом к решению этой проблемы. И у Русской Православной Церкви есть понимание того, что нужно подходить к решению этого вопроса очень тонко. И то, что мы сделали благодаря тому закону, который мы приняли, с теми моментами, которые мы заложили, может быть, не все правильно было оценено в части, касающейся регистрации наших структур религиозных. Наверное, нужно подойти к решению этих вопросов с учетом мнения нашего общества, необходимостью той, которая складывается в настоящее время. И я больше чем уверен, это даст положительный результат. Другого подхода быть не может. Ну, вы за слияние с Русской Православной Церковью? Вы понимаете, понятие слияния, наверное, совершенно не подходит здесь. Мы есть часть православного мира. И поэтому говорить нужно о том, чтобы эти отношения сохранить и приумножать. А слияние, я не знаю, в каком понимании вы это говорите, но в том понимании, в каком вы это преподнесли, как я понимаю, наверное, речь не об этом идет. А мы часть православного мира, и мы должны следовать этим канонам. Можно как-то поднять это. А то мы слишком высоко. Здравствуйте, Джумкович. Значит, радио Сума, Белый Дмитрий. У меня такой вопрос. Вот мы от вас уже услышали, что в рамках нового договора будет предполагаться помощь России, которая будет направлена в реальный сектор экономики. Вот в связи с этим такой вопрос. Подразумевается только лишь помощь и инвестиция в реальный сектор экономики, в котором работают госкомпании, либо же предполагается какое-то кредитование бизнеса и прочее, потому что одни из госкомпаний, возможно, не справятся с теми задачами, которые стоят перед экономикой Абхазии. И если так будет, то будет ли организован какой-нибудь конкурс, может быть, будет создано какое-нибудь ведомство для оценки тех или иных проектов, для того, чтобы максимально демократизовать доступ к этим средствам? Я понял. Ну, наверное, во-первых, нужно понять, что нам нужно решить некоторые вопросы. К сожалению, за последние годы мы разбазаривали свое имущество. Нужно ставить вопрос о возможности принятия решения по этим объектам. То, что не работает, если те, кто брал на себя эти обязанности, не способны сделать эту работу, тогда государство должно взять на себя и попытаться решить проблему этих объектов. Что касается сумм денег, которые предназначены для социально-экономического развития и экономического развития Абхазии, государство будет получать те суммы денег, а может даже и больше, чем ранее. Это будет зависеть от нашего видения, от наших желаний именно развиваться в этом направлении, но это не будет замыкаться в рамках только финансовой помощи Российской Федерации. Речь идет о возможности создания непосредственно тех условий, которые позволят инвестировать бизнесу
российскому, зарубежному на территории Абхазии денег, которые позволят развивать не только сферу государственной деятельности, а и частного сектора. Я больше чем уверен, это будет полезно, это будет необходимым, потому что замыкаться только в рамках государственного бизнеса, вернее, развития экономики, это нецелесообразно для нашего маленького государства. Зураб Аргун, Интерфакс. Грузия вновь заявляет о том, что желает вести переговоры с чистого листа и напрямую без посредников с Абхазией. Вот как вы это прокомментируете? И второй вопрос. Как вы считаете, нужно ли продолжать переговоры в женевском формате? Вы знаете, термин «с чистого листа» не всегда, наверное, подходит самой жизни. Все с чистого листа невозможно начать. Все равно остается в памяти человеческой все то, что происходило с нами. Но говорить о процессе продолжения диалога, я думаю, это необходимо. Но для того, чтобы начать этот процесс, и грузинская сторона должна подтвердить своими действиями факт существования государства абхазского. Должна грузинская сторона пойти на то, чтобы подписать соответствующие документы о неприменении силы. Иначе мы фактически будем тем государством, которое говорит, но делать ничего не делает в этих направлениях. Мы сами должны быть ответственны в этих вопросах. Что касается площадок, которые должны быть использованы, я больше чем уверен, такое понимание у многих наших людей, и, думаю, было такое понимание во многих структурах и Российской Федерации, которые способствовали нам в этом переговорном процессе. Женевский процесс должен продолжаться, но Женевского процесса недостаточно. Любая площадка, которая, возможно, может быть использована в таких случаях, должна быть реализована. Реализована, где мы можем говорить о своих позициях открыто, честно, без оглядки на какие-то, предположим, позиции других стран и государств. Илана Казанбаба, ЗТВ. Скажите, пожалуйста, вот во время вашей поездки в Москву было ли обсуждение проекта открытия аэропорта Сухумского? Если да, то на каких условиях? И, если можно, второй вопрос о возможных кадровых перестановках. Нас это очень интересует. С каких ведомств вы планируете начать? Спасибо. Ну, что касается аэропорта, действительно разговор был. И при правильной постановке вопроса не сомневаюсь, что аэропорт будет функционировать. Если не на уровне международных полетов, то по линии связи с Россией это вполне реально реализуемо. Как только начнутся первые полеты, поверьте, интерес к аэропорту возникнет и у других. Вот первый шаг нужно сделать. Что касается кадровых перестановок, да, надо начинать с определенных структур, в части касающейся. Не сомневаюсь, что я буду правильно понят, это правоохранительная структура, это Генеральная прокуратура. Очень много должно произойти перемен не только в кадровом вопросе, но и в сознании самих сотрудников. Потому что так дальше продолжать строить страну у нас нет возможности. Мы должны совершенно по-другому подходить к решению этих вопросов. Что касается остальных кадровых вопросов, я не сомневаюсь, вы это увидите после 25 числа. Рауль Джумкович, Елена Заводская, Эхо Абхазии. Скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса к вам. Один в продолжение церковного вопроса. Известно, что имущество церковное было передано Сухумской епархии.
И оно стало предметом тоже спора и достаточно проблемная здесь ситуация. Есть ли у вас свое видение, как эту проблему решать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы говорили о том, что вы передали документы в Генеральную прокуратуру. Если можно, что это за документы и какой реакции? Вот до сих пор никакой реакции мы не видели, не слышали от Генеральной прокуратуры, хотя вы заявляли об этом не один раз. Если можно, скажите, какой реакции вы ждете в первую очередь, по каким делам? Что это такое будет? Спасибо. Первый вопрос. Я думаю, что я все-таки буду опять на той же позиции, которую я озвучил буквально несколько минут тому назад. Церковный вопрос должен быть деполитизирован. Имущество, которое было закреплено за нашей православной церковью, это имущество государства. И если оно передано церкви, то церковь должна тоже ответственно отнестись к этому имуществу. Вопрос этот достаточно сложный, и мы будем его решать во имя мира и спокойствия во всех направлениях деятельности церкви. Другого просто быть подхода не может. Что касается прокуратуры, материалы переданы, и мы из этого не делали секрета. В части, касающейся тех озвученных нами фактов по офшорным зонам, по определенным вопросам, связанных с кредитами, материалы накапливаются, и по мере накопления, я думаю, что у прокуратуры будет большой объем работ. Нужны будут соответствующие мероприятия, которые позволят нам определиться, куда, каким образом направлялись эти финансовые возможности и как они расходовались. Для этого нужны соответствующие действия соответствующих структур. Не сомневайтесь, все эти вопросы будут доведены до конца. Я не журналист, а частное лицо. Хочу задать такой, на мой взгляд, фундаментальный вопрос. Абхазия была коммунистической колонией Грузии. Мы все были воспитаны на идеологии коммунистической партии. Говорят, что социализма нет. Да, социализм нет, он сдох. Но трупный яд социализма это больше действует на людей, чем химический яд. Будем ли мы вообще продолжать вот эту коммунистическую, структуру коммунистического мышления, думать, и мыслить, и работать, или мы очистимся от коммунистической идеологии? И в связи с этим, что я хочу сказать, Абхазия даже в советское время, даже абхазцы не имели права диссертацию защитить, вы знаете, даже университета не было, телевидения не было, ничего не было. Абхазия была коммунистической колонией Грузии. Да, но в связи с этим, что я хочу сказать, народ оказался безграмотным. Ни одного человека вы не найдете, абхазец, который сегодня владеет хотя бы одним евроатлантическим языком. Даже раньше такой сельский был такой приход двухгодичный, который заканчивал до революции, знал французский. То есть мы являемся абхазцами, должны владеть родным абхазским языком. Мы также являемся гражданами России, должны владеть русским, естественно. Но мы же должны стать еще и гражданами мира. Мы должны не только до Москвы доехать, там умереть, дальше не идти. Мы же должны владеть
да, знаниями, да. В этой связи что я хочу сказать? Я очень быстро скажу. Нужно прежде всего наравне со всеми проблемами, которые перед вами. Очень сложные вопросы стоят, очень сложные. Нужно начать с воспитанием и перевоспитанием людей, то есть с образованием. Надо в школу, то есть классическую гимназию открыть в Сухуме, университет перевести в центр города. То есть с образованием надо начать. Ну, надо начать с тем, чтобы народ был информирован на мировом масштабе. Вот я очень извиняюсь, и телевидение об этом, о воспитании, там, скажем, о науке, об интеллекте никто не говорит. Ни телевидение, ни... Кстати, вы когда были у нас в институте, тоже самый вопрос я задавал, вы помните, наверное. Так что нужно начать с образованием, с знанием, с воспитанием, прежде всего, в первую очередь, в интеллектуальном плане. Вот я что хотел вопрос задать. Какая программа у вас на этом счете в будущем? Спасибо за такой пространный вопрос. Спасибо. Иҟалозар сфанкара бызшәала исҳәоит, нас еиҭазгап. Ҳарҭ асовет мчы иаҳзааннажьыз зегь цәгьоуп ҳәартә иҟаӡам. Иҟоуп абзиа. Иахьа убри абзиа еихырҟьаны абра ҳтәоуп ҳаилацәажәар. Избан акәзар асовет мчы ахаан иҳанаҭаз усҟантәи аҭагылазаашьаҿы иҳанаҭаз аҳәынҭқарра ргылараҿы аԥышәақәа иахьа ибзоураны ҳаҷкәынцәа аибашьраан ирымаз аԥышәа иабзоураны иахьа аҳәынҭқарра ҳамоуп. Зегь бзиоуп ҳәа сҳәартә еиԥш иҟаӡам, аха зегь цәгьоуп ҳәа иҳәартәгьы иҟаӡам аҩыза аҭагылазаашьа. Абзиа ҳхы иархәон, ацәгьа ашьҭахь иааныжьны ԥхьаҟа ҳцартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳамоуп. Сгәы иаанагоит ус шәаргьы шәазхәыцуеит ҳәа. Аха иахьагьы абри иара ҳҭоурых аҟны абыржә иҳамоу аҟны иажәашықәса рыҩныҵҟа ацәгьагьы амзи, абзиагьы ыҟоуп. Ацәгьа ҳгәаларшәо, абзиа ҳхашҭны ҳааҟәымҵӡакәан ацәгьатәы ҳҳәо ҳшынаҳхар, ацәгьа адакагьы хылҵуам. Убри азыҳәан абзиа иаҳа ҳазхәыцыр иаҳа еиӷьуп. Абзиа ала ҳхы мҩаԥаҳгар, абзиа аус аҟны ҳкылсуеит. Агьырахь шәеи абызшәақәа ртәы азҵаара, я думаю, что здесь, в этом вопросе, очень много наших молодых людей, говорящих не только на абхазском и на русском языках. Я очень много ребят знаю, которые говорят в совершенстве на нескольких языках. Я знаю ребят, которые говорят на французском, как и вы сами сказали, на английском, испанском. Я был удивлен знанием наших ребят даже тем языкам, которые очень трудно даются. Я знаю ребята, которые говорят на японском. Язык достаточно сложный. Наверное, и китайский. Есть у нас, слава Богу, люди, которых, может быть, не всех мы знаем в лицо, но такая молодежь растет. И этому нужно радоваться, этим нужно гордиться. Я не сомневаюсь, что вы верны и правильно рассуждаете, что мы семья в общем и целом всех народов мира, европейского сообщества. И мы должны, обязаны знать многие вопросы, не только языковой темы, но и других процессов. В этом как раз таки, наверное, и будет как раз таки возможность познать их, а потом и решать наши проблемы тоже, в контексте того опыта, который есть у них. Но и у нас есть значительный опыт, который могла бы и Европа у нас перенимать, а многое и переняли они у нас. Так что не совсем мы такие уж люди, у которых нет ни знаний, ни опыта, ни того, что перенять у нас можно было бы. Поэтому я садгулу, я тахура садзок, хайцну партипс, хажла рывнуцка и нахца, вот за хинджара хардыру типша, ты глаза шаша алубраш сыргой. Уважаемые коллеги, я думаю, еще пару вопросов, и, наверное, скорее всего, будем завершать. Конечно, Владимир Константинович. Прошу. Рау Джунгайпа, Разар Курашвини Фюртит, Сара Зиг, кто хасиримо, кто хасисимо, Ферги, кто хасишимо, здоровый. Абра интернет ажгяз бахурхаяла гайдейтах, ван зигирхон, вахонла, хчар,
машинақәа ирықәтәан иааҟәын закәакалақьқәа ирылоуп, сшьыҩцәагьы иргәыҭырҟьоит, ранацәа рабацәагьы иргәыҭырҟьоит, ҳаргьы ҳгәыҭырҟьоит, амашәыр бааԥсы ахылҿиаауеит. Уажәы макьана шәзинтә гәрагарақәа рҟынӡа шәнеиаанӡа изышәызбои ҳәа заарак сыргылом, ус еилыскаауеит, аха иамуӡои ҳаб апарламент аус ауеит, аҳәынҭқарра хада иусқәа иуалԥшьақәа назыгӡо дыҟоуп, ихаҭыԥ уаҟоуп, амчратә структурақәа аҟоуп, аҵаҳәа рыҭазар абарҭ инаганы апарламентаҿ абри азҵаара ҷыдала иалацәажәарц азыҳәан абри нкылашьас хәшәыс иамоу, ԥсыхәас иамоу ҳалашааԥшуа ҳхәыҷқәа абиагеит. Уаха ҵхыбжьон нӡашаанӡа амашьынақәа ақәыргьежьаауа абас ала ақалақьқәа ирылоуп, қалақьцыԥхьаӡа иҟоуп абри, Аҟәа иҟоуп, Гәдоуҭа иҟоуп, Очамчыр иҟоуп, Тҟәарчал иҟоуп, Гагра иҟоуп, шәа шәышԥаҟоу ҳаԥхьаҟа, абри ус ԥсыхәас иамои, нкылашьас иамои. Владимир Константинович, абри азҵаара ишсоуа здыруазшәа иахьа, иацы аицәажәарақәа ҳаман, аструктура, иахьа аҩныҵҟатәи аструктура, аиҳабы Лолуа аҷкәын иареи сареи ҳазцәажәоз абарҭ азҵаарақәа ракәын. Уи макьана иара аҳәынҭқарра аконституциа ишаҳәо ала, макьана иара исыдо адҵақәа рҟны анаӡарахь сымниц, аха уи сазыԥшны ҳәан стәаӡам. Агәра шәсыргоит, азҵаарақәа ақәыргылоуп, азҵаарақәа рыӡбара ҳалагароуп, ҳазымԥшыкәан амза ижәыхәба. Уаанӡа иҟоу аҭагылазаашьа ԥсахтәуп, иҳамԥсахрада ԥсыхәа ҳамаӡам. Еще раз, Дмитрий Белый, Радио Сом. У меня два вопроса, такие ребром. Первый. Планируется ли в рамках договора, вот нового договора с Российской Федерацией, или, может быть, в рамках каких-то других договоренностей, снятие запрета на приобретение первичного жилья в Абхазии иностранными гражданами? Это актуальный вопрос, много обсуждался, и это раз. И второе, в одном из ваших интервью, предвыборных еще, была такая фраза: первое, что я хочу сделать, это реформировать политическую систему Абхазии. Одна из групп юристов, более известная как группа Тхагушева, да, не так давно представила проект системы, какая могла бы она быть. То есть с неким стремлением в сторону парламентской республики, хотя президентская власть там все-таки, составляющая все-таки достаточно сильная. Планируете ли вы сейчас, вот уже после выборов, реформировать политическую систему, либо вы делаете, тем не менее, упор на сильную президентскую власть? Спасибо. Ну, я думаю, что начну с последнего. Это, честно говоря, набило уже оскомину всем. Мы говорим о необходимости реформ. И часть этих шагов мы уже сделали. Начиная от вопросов судебной системы, главой 7, то, что было начато. Не сомневаюсь, что нужно продолжить эту работу. Никто не говорит о том, что роль и значение президента будет сведена на нет. Мы говорим о роли президента как о главнокомандующем, о вопросах внешней политики, о вопросах силового блока, но и в то же время мы говорим о придании определенных значительных функций в части работы парламента в тесной связи с исполнительной властью. Сегодня фактически формально существующая в Конституции позиция по отношению парламента к исполнительной власти должна быть изжита. Парламент должен уметь влиять на все эти процессы, иметь возможности влияния на эти процессы, а не просто быть наблюдателем во всех этих делах. Я не сомневаюсь, что должна быть работа в части, касающейся законодательства по выборам. То, о чем мы говорили и декларировали, необходимость работы партийных структур, формирования именно партийных организаций, которые завтра будут влиять на многие процессы. Мы говорим о необходимости реальной работы в сфере законодательства, касающегося
низовых звеньев исполнительной власти, вернее, органов управления на местах. То, что есть на сегодня, оно не полезно. Поэтому эта работа будет продолжена. Не сомневаюсь, что в этом мы получим поддержку. Все те проекты, которые были представлены, они обсуждаются, создана комиссия. Не все так может быстро, как хотелось бы, но это процесс, который, я не сомневаюсь, будет реализован в течение года. А первый по жилью. Я думаю, что здесь я не буду лукавить. Все прекрасно знают, что те схемы, которые сегодня существуют в Абхазии, они позволяют некоторым господам осуществлять продажу имущества недвижимого по черным схемам. И что приводит к тому потом, что тот, кто купил, и тот, кто продал, находятся в длительном судебном процессе. Это в лучшем случае. А в худшем бывают процессы очень, которые... И государство не получает соответствующих налогов. Поэтому нужно определиться четко с рынком недвижимости, понять, что можно продавать, а что нельзя, какие механизмы, какие рычаги должны быть задействованы для того, чтобы не допустить повальной схемы вот, в рамках даже якобы существующего закона. И это полезно будет для государства. Государство будет получать соответствующие суммы, которые будут являться возможностью для того, чтобы изменить и наши, как говорится, да, концептуальные цели. Но не совсем в том порядке, каком предполагают некоторые господа. Соответствующими механизмами. Рауль Джумкович, здравствуйте еще раз. У меня к вам такой вопрос. В стране очень много преступности и наркомании. И возможно ли хотя бы теоретическое суждение в обществе с последующим внесением в референдуме возвращения статьи, предусматривающей высшую меру наказания за измену родине, за распространение наркомании в крупных размерах, также серийное убийство и так далее? Ну, формально высшая мера у нас действительно существует, но с определенными условиями эта высшая мера не реализуется, с учетом тех ситуаций, которые... Ну, штрафы как бы, по высшей мере не обойдемся. Если только эти санкции будут, то это будет, наверное, совершенно как бы, неприглядно выглядящим по отношению к государству. Но ужесточать, что нужно, по отношению к лицам, вот, распространителям наркотиков, я не сомневаюсь. Но это нужно обсуждать, эти вопросы нужно выносить на, может быть, даже референдум, для того, чтобы многие проблемы были бы сняты. А? За измену Родине? Ну, за измену Родины не в меньшей степени опасно, чем наркомания. Я думаю, что все эти вопросы, еще раз говорю, подлежат обсуждению. И они должны обсуждаться обществом, всем вместе, и тогда будет результат, который мы с вами хотим. Кадир Аргун, нужная газета, и на этом, наверное, мы завершим. Характера, связанный с континентом, наверное, знаете, и раскрывать, наверное, не буду, какая проблема. Континент сам закрыт, 4 месяца как конфликт продолжается. На ваш взгляд, как этот вопрос можно решить, вернуть в правовое поле, если так сказать? В соответствии с законами, которые есть у нас, другого способа я не вижу. Тем более, что у нас решение этой проблемы было отправлено в арбитражный суд. Говорили о том, что там не хватает судей. Сегодня, насколько мне известно, парламент мы приняли решение о судье. И не сомневаюсь, что в рамках закона, по букве закона, все это решение будет реализовано. Еще следующий вопрос хочу задать. Вы говорите, что нужно привлекать очень много инвестиций, инвесторов. И помимо этого, наверное, первым долгом нужно сделать все условия, чтобы Абхазия была территорией закона. Но основная часть Абхазии также законопослушные у нас граждане. Но как быть с теми людьми, которые переступают все законы и нас в мире знают, да, очень с негативной стороны? Ну, для того есть соответствующие структуры, есть закон,
Я не буду говорить сейчас об окнах с видом на море, но другого способа нет. Только на это нужно рассчитывать. Мы должны говорить о том, что закон превыше всего, независимо какого бы ранга не был человек. И тогда у нас все получится. А тебя поздравляю с новым лицом. Ну, давайте один вопрос и, наверное, закончим уже. Пожалуйста, но вот столько времени прошло, и мне кажется, что я не знаю, что делают соответствующие органы, но явно, что время упущено, когда можно было это преступление раскрыть. Если можно, ваша позиция по этому вопросу. Вот я разговаривала с Изидой, и, честное слово, если бы она была на месте следствия, я думаю, что она это дело давно уже раскрыла. У нее самой очень внятное и четкое понимание того, как это должно было бы быть сделано. То есть то, чего не сделали, упустив время, соответствующие органы. Пожалуйста, вашу позицию, как в дальнейшем, вот первый раз сожгли ее машину, второй раз расстреляли, что дальше? Лен, я не хочу, чтобы что-то дальше было. Я думаю, чтобы все это было... Для того, чтобы не было дальше, вот эти два события должны быть раскрыты. Я думаю, Лен, вы не сомневаетесь в том, что и я как раз-таки сторонник для того, чтобы вот этих процессов не было, раз и навсегда поставить точку. Не сомневаюсь в том, что так должно быть. И соответствующие структуры правоохранительные, которые должны заниматься всеми этими вопросами, выяснять, кто, зачем и почему это делает. Не президент и не кто-то другой. Иначе у нас получается, что, понимаете, все пытаются свалить на одного человека. Но президент гарант Конституции, гарант исполнения этих законов. И он обязан спрашивать соответствующих структур выполнение всех их функциональных обязанностей. Поверьте, спрос будет. Я в дополнение хочу задать вопрос, в дополнении Лены, вопрос с Сдауром Мачукба. Факт налицо, мы знаем, кто, соответственно, поступил с ним, и следственные органы не занимаются этим вопросом, так как на недавней пресс-конференции говорили, что не знают адрес самих тех людей, которые совершили это деяние. Ну, как быть дальше? Когда все знают, просто нужно, чтобы эта работа пошла. И она пойдет. Вот я вам ответил. Просто продолжая этот же разговор, я хотела спросить о том, что вот каждый раз, вот почти 3 года, бывший президент, когда устраивал пресс-конференции, многозначительно говорил о том, что вот кредиты, вот типа того, что мы это вернем. Дело в том, что кредиты, конечно, должны возвращать в свое время, это не преступление, я это прекрасно понимаю, но есть ведь еще и расхищение государственного имущества, как мы понимаем, если мы говорим, что нецелевое использование и так далее, и так далее. То есть вы говорите, президент как гарант Конституции, если нарушал эту Конституцию, то будет ли продолжение этого? То есть или мы опять начинаем уже в который раз с чистого листа? Вот я хотела, чтобы вот это вот прозвучало, то есть не только ведь один бывший президент виноват во всем этом, есть же круг лиц, которые были этим, которые занимались этим. Вот я хочу знать, вот на самом деле конкретно, будет ли дальше вот судебные разбирательства, будут ли дальше, то есть по закону пойдет это, или мы опять начнем с чистого листа, и когда мы говорим объединяться, на каких основах мы будем объединяться, опять на основе, то есть будем подельниками, опять выходит, если мы будем просто так объединяться. То есть мне вот, например, как гражданину нужно знать, на какой основе я объединяюсь с людьми, то есть что я буду строить с ними, если они буквально несколько лет назад занимались расхищением государственного имущества. Вот я хотела, чтобы вот ваше мнение вы озвучили. Светлана, когда я говорю о том, что нужно объединяться, то я не имею в виду тех людей, которые обкрадывали государство.
которые воровали у государства те возможности, которые были у него, у самого государства, и которые были предоставлены той же Российской Федерации в качестве финансовой помощи. Я говорю об объединении людей, готовых работать вместе с нами в плане созидательного труда. А что касается этих вопросов, касающихся кредитов, кредитополучателей, кредитодателей, все эти люди, если вот эти материалы будут представлены органам прокуратуры, по ним будут возбуждены уголовные дела, поверьте, они будут доведены до конца. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Без обид, на вопросов было много. Последний вопрос. Когда состоится инаугурация и где вы будете жить после инаугурации? Спасибо. Ну, насколько, во всяком случае, мне известно уже, 25 числа, в соответствии с теми положениями, которые у нас заложены в наши законы. А что касается моего места пребывания, могу вас заверить всех, буду жить в своем доме и никаких других не признаю жилищ. Да, понимаю, что это трудно для определенной категории людей, которые будут обслуживать меня в плане безопасности, но это мое решение, и я ему не изменю. Тот, кто хочет со мной поговорить, пожалуйста, я открыт. Вы еще депутат или кто? Формально по закону я уже не депутат. После избрания. А? Вы знаете, вопрос безопасности первого лица – это вопрос не первого самого лица. От этого зависит и состояние дел в государстве. Но могу вам смело сказать, и повторяюсь, это не для того, чтобы показать, насколько я смелый человек. Не ходил во время войны в каске, ни в каких, как говорится, бронежилетах. Тогда быстрее могли убить. Сегодня я понимаю, что есть определенные сложности, но ни в какой броне не собираюсь ходить. Для меня это неприемлемо. Все, спасибо. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам всем.